Мы не будем первыми мудаками, которые сюда пришли. Продаем нового Шагала. Белорус Марк Шагала узнает. Был Шагал белорусу. Нас не забыли. Давай соточку, как Владимир Ильич. Коли ты завтра приберешь Ленина, может быть, никто к этому не зауважится. Я не народился с Магаром. Но мне кажется, это все очень дорого. 1 евро за яйца. В Солигорске, слава богу, такой истории не было. Дякую Богу. 5 евросиков. Бывае. Прыемна ўражвае, калі мы з'яўляемся часткай некага агульнага наратыва больш шырокага, чым мы самі. Не, ну что-то пишет. Короче, ребятушки, это Саша Ивулин, это Регора Стопеня, и мы решили зафигачить новый классный проект на ютубе. Мы ў Цюриху каб пачаць пісаць першую старонку нашай вялікай гісторыі на беларускім ютубе, расказаць беларусам, чаму наша спадчына топ, и показать на прикладах, як наш лёс звязаны с лёсом усей Европы. Короче, это наш новый проект, где мы будем ездить по разным странам Европы и рассказывать вам о крутых белорусах, которые проявили себя в этих странах. Мы будем говорить не только о белорусах, которые прям вот там далеко-далеко, но и о белорусах, которые живут в этот момент в этих странах. Расскажем, как они живут, покажем, как они живут. Но и самое главное, мы покажем вам крутые истории о белорусах, которыми стоит гордиться. Ребятушки, лайк, коммент, подписка, чтобы наше это видео немножко разогнали алгоритмы ютуба, чтобы этот видос увидел как можно больше людей. Ну что, погнали кайфовать от белорусской культуры. Если что, мы в Цюрихе. Погнали, погнали, погнали. В Цюрихе капец как красиво. Топ чистенько, как у Беларуси. Так само, видать, диктатурка. Давай тогда объясним вообще, что мы поперлись в Цюрих, что мы поперлись в Швейцарию. Ну, па-першае, гэта не банальна пачынаць расказваць пра сувязь Беларусі з захадам праз Швейцарию у Швейцарии. В чем Беларусь похожа на Швейцарию? Ну, па-першае, мы любим драники. Все мы любим драники, мы едим драники. У нас прыгна столькі же людей. У нас таксама няма моря. Карацей, мы падобныя. И мы калісьці таксама былі в Швейцарии. Просто что-то пошло не так. Короче, ребятушки, напишите в комментариях, в чем Беларусь похожа на Швейцарию. Много белорусов и белорусок в Швейцарии творили вещи. Топ-5, топ-5. Наша традиционная рубрика топ-топ-топ-топошка. Ну Да. подождем. Да, я скончыся адразу пачну. Ну пошинай. Пятое место гэта Ганна Тумарк. Окей, пятое место гэта Ганна Тумаркіна, гэта першая жанчына-прафесар ва ўсёй Еўропе, которая атрымала поўныя правы ва універсітэце. Па-першае, яна крутая як сама даследчыца, як філосаф і так далей, але тут для нашай пэўнай гісторыі вельмі важна, што яна была менавіта першай жанчынай, якая здолела гэта зрабіць, таму што тады свет, ну як і цяпер, пэўна, у пэўнай ступені даволі мужчынскі, насуперак пэўнаму сексізму, который тады панаваў, яна здолела дасягнуць таго, чаго дасягнула, што она стала поўным профессором. Давай пойдем дальше. 4-е место. Адам Міцкевич, чалавек класіцызму. Ён некалькі гадоў працаваў у Лазане ва універсітэце. Дастойны чалавек, але ў Лазану мы не поедем, прабачце. Так ладно, Міцкевич наш или не наш? Я думаю, што тут важна разумець, што ўсё ж такі это былі іншыя часы, да, як бы калі жыў Міцкевич, і адпаведна сучасная Беларусь тады не зусім існавала, і ён не дажыў да Беларусі, да, і таму, конечно, приписываць ему, што вот он дакладна там беларус, там, ну, конечно, так нельга, да, но з другого боку, ну, конечно, ён паходзіць з Беларусі, і ён адчувае сваю сувязь з гэтай землёй, ну, тады так, ён беларус. 3-е место. Марк Шагал, літаральна вось тут зусім блізка, ён размалёваў вітражы, ён працаваў у Цюриху таксама нейкі час, пакінуў тут буйны след, так што мы прям сёння сходзім вось туды і ўсё вам пакажам. 2-е место. Тадеуш Касцюшка гэта военны кіраўнік, чалавек, які кіраваў паўстаннем 94-го года, 1794, чалавек, які пасля таго, як эміграваў у Злучаныя Штаты, пасля ён вярнуўся ў Еўропу і жыў ён менавіта тут у Швейцаріі, і тут ён і загінуў. Ну гэта герой шматлікіх нацый, Злучаных Штатаў, Польшчы, Беларусі, Літвы, чалавек, які кіраваў шматлікімі войскамі, пры гэтым быў вялікім гуманістам, чалавек, які вызваляў рабоў, які супрацьстаяў
российской экспансии на территорию Беларуси. Человек великий. Номер один в твоем рейтинге. Мария Магдалена Радзівіл – это галоўная мецэнатка ў гісторыі беларускай культуры. Человек, который не только инвестовал в культуру, але таксама у палітычную дзейнасць. Человек, который па сутнасці заінвеставаў у той вобраз Беларусі, якім мы сёння жывем, і без каго, можа быць, сучаснай Беларусі бы не было. Але про гэта мы вам расскажем на наступным выпуске. Погнали смотреть, где там Шагал оставил свой след. Я снимал собачку, я потерял где-то Рыгора. В Швейцарии, говорят, очень чистая. Интересно, что я найду сегодня раньше? Какую-нибудь бумажку на улице или Рыгора? Нашел. Ну что, мы идем глядеть на витражи Шагала. Земляк Олеся Ивульна. Ходемте. У тебя в детстве прям был эпик фейл с Марком Шагалом. Ну я, як усе беларусы, не нарадзіўся з магаром, таму я, конечно, ад нараджэння не ведаў беларускай мовы. І ў школе я карыстаўся такой прыладай, як называлася Белазар. Гэта аўтаматычны перакладчык. Сённяшні Google Translate. І вось праз гэты Белазар я аднойчы падрыхтаваў свой реферат пра Марка Шагала. І стаў ён не Марк Шагал, а Марк Кроч. Бывае. Мы стаім каля царквы, у якой працаваў Марк Шагал, ён тут рабіў вітражы. Мы думаем, што квіток будзе дарагім, то думаю, для адправіць толькі аднаго Сашу, але все нормально. 5 евро за квіток для мясцовых, гэта, можно сказать, бесплатно. На самом деле церковь солидная. Солидная, ну и Марк Шагал был солидный мужик. Давай просто выясним, почему Марк Шагал крутой. Набираем сейчас Моничу, и он нам в 2 словах рассказывает, что Марк Шагал топ. Топ. Первое. Миллионы мух не могут ошибаться. То есть, если мы говорим о количестве запросов про художников в сети интернет, про количество статей на русском языке, на иностранных языках, про количество выставок, которые открываются по всему миру, то сложно назвать художника более востребованного, чем Марк Шагал. Ну, то есть, реально, наш с вами уроженец Витебщины, вот этот человек, который по всему миру постоянно привлекает внимание десятков, сотен, тысяч, миллионов людей. Во-вторых, Марк Шагал – это художник, чьи работы узнаваемы невероятно. Ну, то есть мы смотрим на картину и такие, это Марк Шагал или это не Марк Шагал? Это нам более-менее всегда ясно. Дальше это может быть уже вопросы, это Ван Гог или Рафаэль? Тут уже мы можем теряться, но белорус Марк Шагала узнает. Иметь собственный сверхузнаваемый стиль в искусстве 20 века – это дорогого стоит. Если же говорить про то, почему Марк Шагал великий, то это, конечно же, история будет про цвет, про умение из глубины собственного сознания достать какие-то удивительно яркие образы, которые откликаются при этом, какие-то одновременно эмоциональные и при этом удивительно глубокие, да, назовем это словом глубокие, коровы, домики, евреи в Ушанке или еще какое-то множество архетипов, которые Шагал вот как нашел в своей жизни, так и пронес через нее, раз за разом воспроизводя. При этом удивительная вещь, воспроизводя их и в графических работах, и в живописи, и в коврах настенных, и в каких-то панно, и в керамике, и в огромных витражах. Ну, конечно, уражвае. Ну, зноў жа, да, я не вялікі там чалавек, который разбіраецца ў мастацтве, але што я магу дакладна сказаць, то што гэта, што Шагал это па сутнасці адзін з найбольш глобальных беларусаў у свеце, то бок ягоныя карціны ёсць па ўсёй Еўропе. Што цікава, што краіны, дзе доўгі час не было Шагала, гэта была Беларусь, то бок сапраўдна Шагала. І яно з'явілася гадоў 10 таму, тут не першая карціна. Дзякуючы чалавеку, які калісьці кіраваў банкам,
а цяпер знаходзіцца ў турме. Гэта Віктор Бабарыка, іменіта падчас ягонага кіравання ў банку была вернутая Беларусь, першая карціна Шагала была набыта на аукцыоне, і цяпер, в прынцыпе, там ужо досыць багата карцін купленыя, і яны нават часам выстаўляюцца ў Віцебску. То, что тебя поразил витраж, это очень естественно, потому что витраж создан для того, чтобы поражать. Изобразительное искусство, живопись в основном работает так. Свет прилетает, отражается от объекта, прилетает нам в глаз и вызывает у нас какие-то ощущения по этому поводу. В церкви искусство нужно, чтобы поражать сугубо и тригубо. Христианство в разных своих конфессиях пустило себе, в общем, в стены искусства исключительно из-за его возможности впечатлять нас, из-за его возможности вызывать у нас сильные эмоции. А теперь мы соединяем все вместе. Витраж — это искусство, основанное на свете и цвете. Шагал — это мастер цвета и эмоций. Искусство в церкви — это пространство, где, значит, искусство должно впечатлять и вызывать у нас самые сильные эмоции, которые только возможно. И все в одном флаконе. Причем в остальном-то Цюрихский храм — это довольно сдержанный храм. Ну, то есть все-таки это пространство протестантизма, им вообще не до очень ярких каких-то вещей было столетиями. И мы получаем вот эту сдержанную стену, посреди которой внезапно такие вот несколько узких, очень длинных, мощных цветовых вспышек. И еще вот эта вот роза из 10 кусочков, да, таких вот собранных, или там не 10, сколько их там. Фактически то, что тебя поражает, это удивительный контраст всего, что на улице и что внутри. Стены и окна, бесцветного камня и ультранасыщенного цвета шагаловской живописи. Не зря Шагал считается одним из главных в 20 столетии художников по витражам. Если же мы говорим про витражи Шагала, то нужно, конечно, в Реймс ехать и смотреть на гораздо более широкие, гораздо более просторные витражи. Марк Шагал, он как украинская армия, любит выходить на оперативный простор. Соответственно, метраж должен быть хороший. А в Мюнстере там узкие очень окошки. Даже, насколько я читал, Шагал сначала не мог понять. Он говорит, как я в это впихнусь-то вообще, в это удивительно узкое пространство. Тут, до речі, повсюль пишут, что Витебск Беларусь, так что все нормально. Нас не забыли. Блин, прикинь, в Цюрихе, в центре города, стоит храм, в котором росписи, фрески делал белорус. Ну, это реально круто. А был ли Шагал белорусом? Калі сур'ёзна так адказваць на гэтае пытанне, то, канешне, нам вельмі цяжка асацыіраваць сябе з такімі людзьмі, як Марк Шагал, шмат у чым, таму што часы вельмі істотна змяніліся. Напрыклад, Шагал называў там Париж другім Віцебскам, да, ён вельмі любіў Віцебск і сваю радзіму, але пры гэтым варта разумець, што Віцебск у тыя часы гэта быў зусім іншы горад, да, там большая частка людзей размаўляла на ідзішы, але, канешне, ён любіў гэтую зямлю, да, але паколькі ён памёр да паўстання незалежнай Беларусі, то ему, конечно, досыць цяжка было сябе з ёй асацыіраваць. Але наш земляк, все нормально. Ну вот ты меня что-то разогнал тут. Шагал наш, Шагал белорус, все. Мы, короче, сделали невероятное. Мы наснимали контента там, где нельзя снимать. Нікому про гэта не расказвайце, беларусы ніколі не парушаюць закон. Але мы набылі у гэтым храме, у гэтай царкве вось такую паштоўку, вось такі вітраж, які ў 90 год зрабіў наш выбітны земляк. Каб атрымаць гэтую паштоўку, трэба ў каментарыях пад гэтым відэа напісаць, чаму Шагал выбітны беларус. Аўтар самага крэатыўнага камента атрымае гэтую паштоўку. С подписом Шагала и Александра Ивулина. І Регора Степен. Ну, я крыжик поставлю. На табе трэба крыжик ужо ставіць, блин. А как табе ўвогуле ўсё гэта, што ты побачыў? Ну, мне заўжды это прыемна ўражвае. Калі мы з'яўляемся часткай некага агульнага наратыва больш шырокага, чым мы самі, да, як бы, што мы бачым, што тут хтосьці з нашых рабіў. Ну, ладно, я тут з Салігорска сам, это індустрыяльны горад, но ты, да тебе, што земляк. Шагал просто як вы крос крыві, як бы. Не, ведаеш, я шаршанскі, а Шагал віцебскі, таму там 80 километров. О, да. Толькі не так давно в Витебске сделали там какой-то музей, сделали какие-то экскурсии, начали водить, сделали какой-то там интерактив и так далее и тому подобное. А здесь вот прям заходишь, не так дорого. 5 евросиков.
и все, и ты наслаждаешься классными работами своего земляка, которого Пикассо называл там ангелом или... Ну не анёлом я называю. А как? Мне казалось, что у анёл у Шагала в голове, якби. Ну вот, бачишь. А не было музея, тому що його ненавидели в Советском Союзе. Ну, не в Советском Союзе, але были его неприхильники. Шмат у чим это было связано с тем, что он еврей. Шагал вместе со всей компанией в 30-е нацисты записали в дегенеративное искусство. Вообще первые картины, которые нацисты сжигали, еще в 1933 году только пришли к власти и сразу поняли, что надо сжигать искусство. Серьезные ребята были. Соответственно, вот одни из первых картин это были шагаловские. То есть Шагал был настолько в авангарде, что даже сжигали его первым. Нацисты при этом на словах были, ну, как, знаете, как по российским каналам сейчас, на словах очень суровые ребята, а на деле как-то денежки довольно серьезно любили. Поэтому для вида они часть сожгли, а большую часть продавали на аукционе в той же Швейцарии. И тогда были сформированы многие коллекции современного искусства, включая там всяких Ван Гогов, Шагалов, etc., продававшиеся с молотка из музейных коллекций и, соответственно, покупаемые коллекционерами и внутри страны, и по всему миру, как в Старой Европе в меньшей степени, так и в Соединенных Штатах в большей степени. Давайте паспрабуем яшчэ одну забаўку зрабіць. Вось мы зараз акурат каля гэтай царквы, а паспрабую я амаль земеля намаляваць нейкі малюнак, і ты паспрабуеш яго прадаць, аддаць, паказаць камусьці. Я думаю, что хутчэй наадварот я павінен буду плаціць за ведаеш, каб яны гэта сабе взялі ў рукі. Окей, погнали. Продаем нового Шагала. У нас есть алоўкі. И так само у нас есть масляная постель. Пастэль, алло! Постель. Ну мы ж лупим на тросянцы. Белорусские белорусы. Лупим на тросянцы, як умеем. Все нормально. Будем рисовать закат прекрасной эпохи. Вось тут у нас пераход. Баш. Вось так. Главное что в картине? Главное в картине рамка. Я реально чувствую себя Шагалом. Ты видишь в этом что-то? Ну, не. Соник. Чего не хватает? БЧБ. И нам нужен еще лес. Абстракционизм. 100%. Как тебе? Ну это достойно. Amazing? It's amazing? Könnte eine von meinen sein aus der zweiten Nordklasse. If you know what I mean. Беларусь, yes. White Russland. Das ist noch schön. Und ansehnlich geht das gut. Мой талант сразу ушел в народ. What do you say about this picture? I'm sorry, because it's like when the child made. Hello. Would you like to buy a new Chagall? It's not bad. Not bad? I think it's very nice. Что вы видите на этой картине? Это собака. Yeah, it's interesting. Hello. What do you say about this picture? Я сказал, что это не фаер, он сказал, что это треба закинуть в огонь, он сказал. Ну, это я не знаю. У меня бойфренд такой сложный, что у меня вообще не до этого. А что случилось? Он бисексуальный и биполярный. Excellent. Very good. Ein Kind ist was vom ein Child. Feuer. Швейцарцы, как и белорусы, не очень хотят вкладываться в культуру. Все говорят, классно, все красиво, it's cool, beautiful, amazing. Напевно, треба буде виставити где-то на аукціоні, поспробувати продати неяк так. За сколько вы купили бы такую картину? 80 километров от Орши до Витебска, какая разница в подходе, а?
тебя нет ощущения, что Цюрих такой супер старый город в плане там людей? То есть, типа, реально очень много таких в возрасте, таких, знаешь, преклонных. Яны учитываюцца летом недзе праводзяць, можа быць, час у нейкіх іншых гарадах. Ну а па-другое, тут аб'ектыўна вельмі дорага, як бы. Таму я не думаю, што хтось з маладых людзей у здаровым глуздзе, як бы, даже хоча паехаць, патусавацца ў горадзе, дзе ты асабліва не можаш ні выпіць, ні пагуляць. В Цюрихе прям, ну, супер как-то так спокойно, лайтово. Ну, отчувается, что заробок 1010 в месяц, просто сидишь, расслабляешься, даже не думаешь, як заробляти на білоруському ютубі, тому там якби не досить сумновато для нас. Ну что, Рыго, идем в магаз. Самое важное, что может быть в любой поездке, это сравнение цен. Цены, не, да я морально готов до таких цен. Я не скажу, что я эмоционально сдивленный, потому что я живу в Лондоне год. Я привык, что когда ты дыхаешь по ветрам этого города, ты уже торчишь бабки. Хрускавочка. По акции за 5 евро. 6 бананов, 5 евро. Давай, бульбочка. 3,40. 3,40 за килограмм. Помидорки. 5,20. Огурцы. 4,40. Ну, мне кажется, это все очень дорого. Я не ведаю, як ти це зауважив. 2,95 за 100 грамм. Яйки. 1 евро за яйки. Одно яйцо. 1 евро. Все просто лишить, не? Йогурт евро 85. Прикинь, сколько стоит 275 граммов курицы. 50. Огурчики. 2,95. Чего у них так дорого? Потому что их заробки прикладно у 15 разів більше в Білорусі, тому можна мати якби і ціни у 2 рази більше. Смотрим, что у нас тут по пиву. Ну, пироник это классика. 2 франка. Пиво нормальное, нормальный ценник. Гринбергер, смотри. 2. О, чипсики. Чипсы. Ну это здоровезная некая пачка. 3,30. 185 грамм. Пиво и чипсы all right. Швейцария — это одна из немногих стран в мире, где есть дефляция. Продукты реально дешевеют, а не дорожают. Бачно, ніхто подрихтувався до запису. Я схватаюсь за голову, а ступени нет. Вы напишите в комментариях, что вы думаете по поводу ценников в Швейцарии. Это кавярня, дзе сидзеў калісьці, любіў захажваць Ленин. Тут бывал Бенито Муссолини так само. Мы не будем першими мудаками, которые сюда пришли. Я думаю, треба поговорить нам крыху про советскую спадщину нашей краины. Ружовая винишка, вы бачите, 68 за бутыльку. Но мы выпьем социально отказно, выпьем просто по каве, не будем уже гулять особливо. По 6 хоть. Не могу приземлиться с этими ценами в твоем Цюрихе. Давай соточку, как Владимир Ильич. Раз мы в таком месте, почему в Беларуси до сих пор везде там памятники Ленину, таблички Ленину? То есть я из Орши, меня всегда удивляла история, когда на табличке на вокзале, на знаменитом Оршанском вокзале, на секундочку, висел здесь, вот проезжал Ленин и выступал перед рабочими, вот это вот все. Я не знаю, как сейчас, долгое время в Орше висела реально картина, где вот Ленин стоит и что-то вещает. В Солигорске, слава богу, такой истории не было. Дякую Богу. Не, ну у нас, на жаль, есть помнить. И я часто ездил праз Брест ранее, и там есть таблица про то, что он проезжал праз станцию Брест. Человек вышел в туалет, и мы к этому ганарымся. Ну что сделать с этими памятниками? Ну я думаю, что яны шмат у чым же стаяць по инерции, то бок, потому что всем просто по барабану это, да, то бок, нехта там кажа, что это может быть частка нашей истории, нехта просто думает, что это стоит и стоит, нехта просто не может гэтага знесці, там как бы, тому что рабіць, калі ты не можешь гэтага знесці. Я, конечно, калі был помолодее, думал, что Ленинопад это мудрое решение,
И это эффективное решение, веселое. Но мне подается, что все-таки важнее просто их отправлять на реставрацию, на ремонт. І вже оттуль їх не вертать. Якби, просто прибирать тихо, якби, тому що навіщо ув'язуватися шмат у чим у чужую повестку, да, тобто меркування Ленін, добра, дрена, яка розниця, да, тобто не у гэтым проблема Беларуси. Проблема Беларуси в тем, что мы не ведаем своего, да, что мы мало размовляем про своих героев, а мы то бок не прапаноўваем, да, как бы, калі мы кажам про Ленина, да, там зносить, не зносить, мы как бы не прапаноўваем штосьці рабіць сваё, да, мы как бы зноў вяртаемся в эту повестку, что мы штосьці павінны тут з чымсьці змагацца, да. Отправили на реконструкцию, там сказали, что не хапіла грошей, там то и сё, и за 5 гадоў тихо, аккуратно, фундаментальные змены провели. Як ни крути, Ленин может быть не частка нашей истории, але на великий жаль, это частка нашей державной официальной гістарыяграфіі, да, то бок яна нам прадае увесь час Леніна, увесь час гэтыя помнікі стаяць. 7 листопада в Беларуси официально святкуется одна из 2 краин. Я думал раньше, что типа, ну, Ленин, ну, есть и есть. А сейчас начинаешь чуть глубже копаться в этой истории, такой типа, капец, это ж просто... Просто смерть. Это крыху линия поддела помеж официальной российской гістарыяграфией и официальной белорусской гістарыяграфией, потому что Путин я сейчас рассказываю, что Ленин это смерть, потому что он створил белорусскую и украинскую нацию. Да? То той самый артикул, который был у певном смысле предвестником войны, где рассказывалось, что Ленин створил украинцев, там же то же самое можно сказать и про Беларусь. Тому у России ставление до СССР, до Ленина непосредственно, но адрознится, чем у нас. Да? Слушай, а как все-таки нам, белорусам, откреститься вот от Ленина, от всего вот этого коммунистического, постсоветского? Да я думаю, что мы уже шмат у чым адышлі ад іх. Ленин не з'яўляецца каштоўнасцю для беларусаў. Нават для Александра Лукашенко Ленин не з'яўляецца каштоўнасцю. Каштоўнасцю з'яўляецца какая-то инерция, да, потому что люди призвычайныя, что вот Ленин стоит, Лукашенко кіруе, Сталин, бла-бла-бла, и, конечно, режиму гэта падабаецца, да, то, что лічыцца нечым нармальным, што гэтыя все люди долго кіруюць, долго жывуць, ну, Ленин долго жыў. Але ці з'яўляецца там камунізм нейкай каштоўнасцю для ўлады? Як па мне, не з'яўляецца. Да? Они спокойно про гэта могуць забыць завтра. А людзі гэта ўжо забылі. Калі ты завтра прыберэш Леніна, можа быць, ніхто гэтага нават не заўважыць. Ребятушки, мы находимся вот через дорогу от кафе «Одеон», где мы обсуждали Ленина, но не заканчивать же нам этот выпуск Лениным. Позорно, объективно позорно. Поэтому мы ждали реально 2 дня, пока через дорогу откроется другой замечательный ресторан, куда мы сегодня пришли. Это было очень сложно, потому что здесь невероятно большая посадка, здесь очень много людей. Ну, снимать здесь как бы, ну, мне кажется, не очень рекомендуется. Мы чакали прыкладна гадзіну, каб знайсці вось гэты вугал і тут акуратненько сесці, потому что то, что вы бачыце у мяне над плечом, это картина Марка Шагала, и тут за дзвярыма таксама вельмі шмат карцін Шагала, але, на жаль, мы туды уже не пойдзем, потому что вельмі непрыемна, пэўна, людзям камерамі тыкаць у твар. Вугал знайшлі, Шагала вам показать. Нам сказали выключить. В той момент, як запускаецца наш канал, таксама запускаецца ініцыятыва Мальдзес. Гэта новы культурны праект у Беларусі, задача якога акурат расказваць беларускам і беларусам про тое, наколькі мы класныя, дзякуючы гэтаму узмацняць нашу нацыянальную ідэнтычнасць, каб мы не думали, что мы колхозники, об'ядноўваць беларускае грамадства вакол нашай культурнай спадчыны. І таксама прасоўваць вобраз нашай еўрапейскай нацыі. Як вы бачыце, мы паўсюль. Пожалуйста, комментарий, потому что это реально начало нашего нового проекта. Я надеюсь, у нас все будет классно. И мы покажем вам еще очень много городов, где проявляли себя белорусы. Чао!